Слово, которое идет из сердца, доходит до самых глубин души. Так говорил великий Низами. Самой младшей царпице был 1 годик, Илане 1,5 годика, Кристине 3. Маленькие девочки из села Покващ. Снежане было 18, она была уже замужем, ждала ребенка. Сусане было 29 лет. Они были из села Губ. Всех этих женщин объединяла одна судьба, один общий злополучный рейс. Вертолет сбитый над селом Лата 14 декабря грузинскими оккупантами. Их соседу Джумберу было всего 18, единственный сын. Он не был в вертолете, но был убит в своем дворе, в селе Губ. Губ, Покващ, когда шла война. Все дети были дома, и невестка моя из Сухума с 3 детьми тоже. Они в Сухуме жили, но в тот момент находились у нас. Домашняя невестка тоже тут была. Они решили уезжать в Гудауту, потому что со стороны села Хурей стали нападать все чаще. Говорили, что всех хотят уничтожить. Мои сыновья сказали: «Собирай всех детей, невесток и уезжай». Я отказалась, не могла прятаться в Гудауте. «Если с вами что-то случится, зачем мне возвращаться?» — сказала им. «Хотя бы буду вам хлеб печь». Когда я решила остаться, моя старшая невестка тоже отказалась ехать, сказала: «Ну, кого я там знаю, я с вами». Невестка моей заловки на тот момент у нас дома была. Она тоже решила ехать. Вот так все уехали. Некоторые люди по 10 дней ждали вылета, а мои смогли сразу же сесть в вертолет. Мой муж их провожал. Он не успел вернуться, как пришла ужасная весть. Всех своих детей отправили на смерть. Я не знаю, как пережила это. Хотела умереть, но жива до сих пор. 15 лет он даже думать об этом не хотел. Потом его насильно женили. У него растут дочь и сын. Маленькие они пока. Много горя и ужаса война принесла. Когда люди начинают рассказывать о том, что пережили, вся боль просыпается заново. Тяжело говорить о моих детях, но надо помнить. Это хорошо, что вы говорите и помните. В нашей семье моя супруга была педагогом. Я главным инженером был в деревне. 3 сыновей и маленькая дочка были у нас. Годик ей исполнился. В субботу отметили день рождения, и на следующий день они погибли. Старшему сыну 17 было. Мы очень девочку хотели. И Бог нам подарил ребенка. Мой деверь, Батал Кабахия, знаете, наверное, приезжал, фотографировал. Ничего не осталось, никаких фотографий, ни вещей ее не осталось. У меня есть фотографии, но это не ее, просто похоже. О ней ничего не осталось. Они в Ленинграде были. Мальчики уходили на позиции, а я обслуживал машины, тракторы. В комендатуре работал, если кому надо, пропуски выдавал, доставлял еду и воду, общую помощь какую-то оказывал. Конечно, опасно было.
Они совсем близко были. Я по-грузински понимаю, Каци Хабла, где они сидели, метров 100, наверное. Там близко были их позиции. Мы слышали, когда они разговаривали на грузинском. На наших позициях было очень сыро. Невозможно было там находиться, и открытая местность была. Поэтому мы перешли чуть выше. Там живет Мушни Начкебе, ближе к его участку. А они сложили блоки и так оборудовали свои позиции. Они столько в день стреляли, сколько мы за месяц не стреляли. Много же было у них оружия. Наша позиция была от реки Алцга, села Река до села Бедия. Вышка Корса, потом 4-я бригада. Мы все по отдельности сидели. Занимали свои позиции, немного разделившись. Но мы были ближе всех и слышали, что они говорили. Все слышали. Меня тогда не было в деревне. Я был на позициях. Перец, аджику, сыр, мясо. Забивали скотину. И что могли, продукты доставляли бойцам. Там я был. Вечером пришел в гараж. У меня дежурство когда было, все проверял. Пришел мой свояк, Шалва Гиндия. Сказал, что хочет поехать в Кварчал и отправить семью в Гудауту. Я сказал, не знаю, если жена захочет, надо обсудить. Утром он пришел, я залил ему бензин, и они уехали вместе с моей женой и дочкой. Я не хотел, чтобы они улетали. Супруга сказала, что отвезет дочку к сестре, заодно повидает сына и вернется. Ну а сын мой Алхас погиб в январе. 5 января погиб. Ему говорили, чтобы не ходил туда. Мне рассказывали, что когда он переходил реку, его ранили. Подмога не подоспела, патроны закончились. Его так и убили в снегу. Ее прабабушку со стороны мамы звали Царпица, поэтому так захотели назвать. Не хотела детей оставлять, но хотела дочку отвезти, Алхаса увидеть. Потом все же решила дочку отвезти. Не очень хотела ехать, но поехала. Мы тоже не хотели. Ей сказали, что Валерий Картава умер, Рауль Картава умер. Я знал, что Алхас на войне, но не говорил ей. Мужчина есть мужчина. Если он не будет воевать, то кто? Ребенка оставлю, сына увижу, сказала. Поэтому поехала. Им было тяжело, но я был рядом. Мы вместе ходили на позиции. Хотя младший сын по возрасту не должен был воевать. Что было делать? Я продолжал ходить на позиции и помогать, чем мог. Кому пропуск, кому трактор или машина. 95 человек, где погибли в вертолете. 32 ребенка были. И извиняюсь, что говорю тут беременные женщины. Это бойцы, что ли? Но они все свое говорят, что говорили. Что виноваты не признают. Во всем мы у них виновны, так говорят. Война всех уничтожила, не только меня. Многие погибли, многие в вертолете сгорели. Там была Снежана. Моя мать ее воспитала. Я ходил на работу. Каждый вечер, конечно, домой приходил, но воспитанием ее в основном мама занималась. Она тогда уже замужем была. Они были в Очимчире. Потом ее муж сообщил ей, что в Тхину должна приехать беременная женщина, чтобы она с ней приехала. Я месяц ее никуда не отпускал. Я как раз вернулся из Гудауты.
Был на дежурстве в Ткварчале, когда узнал, что вертолет сбили. Я не знал, что Снежана была там. Пришла моя сестра с 2 соседями и повели меня домой. Сказали, что Снежана погибла. Очень плохо было мне. Три месяца вообще спать не мог. Все думал о том, что случилось. И днем, и ночью курил. Когда тела из Латы привезли в Гудауту, муж Снежаны и его отец узнали ее по кольцу. Еще пол-лица не обгорело. Она так крепко держала кольцо, что оно не сгорело. Даже буквы, которые были на нем выгравированы, инициалы ее и мужа, не пострадали. С ней была соседка, Сусана Эмурба. 1960 года рождения, говорят, была. Если я задерживался вечером на работе, она меня издалека замечала и встречала. Поэтому я старался не задерживаться. Вот так мы относились друг к другу. С тех пор живу, но и днем, и ночью она в моем сердце. Никогда не забуду. Когда началась война, была надежда. Раньше ведь тоже были столкновения. Надеялись, что это быстро закончится и мирных граждан не коснется. Тяжело бросить дом, хозяйство и идти на войну. Всем тяжело. И крестьянину, и интеллигенции. Многие не верили, что война будет. И так везде, не только у нас. Я тут рассказываю историю Даура Гогуа, сына Гриши Гогуа. Он после успешного завершения учебы работал начальником в Ткварчал связи, в так называемом узле связи. Был примерным человеком во всем. Хотя мы часто про всех так говорим, но он действительно был большим профессионалом. Не ленился, работы не боялся. Сам, засучив рукава, работал вместе с рабочими. Когда началась война, какое-то время связь еще была, правда. Подрезали что-то, потом чинили, так было. Насколько я знаю и помню, 27 сентября не было 2 дня связи в Ткварчале и Очимчире. В то время не было такого сообщения, как сейчас. Ему поручили исправить. Другой вопрос, надо было идти или нет. Есть такие разговоры, зачем в то время нужна была связь. Многие отговаривали его идти. Тогда наши позиции были в Акваске, а они стояли в районе газовой аппаратуры. Гвардейцы, как мы их называли. Один из рабочих был мигрелом, и Даур пошел вместе с ним ремонтировать связь. Мы знаем о том, что случилось от людей, по рассказам с их слов. Как рассказывают, он зашел в дом местного жителя Цабрия и взял лестницу, чтобы исправить неполадки. Залез и починил, даже сообщил по телефону, что все в порядке. Дадлан называют это место. Он не успел спуститься с лестницы, как его окружили. Может, кто-то сообщил, его выдали. Мы узнали об этом в тот же день. Пойти туда не могли.
Поэтому отправили Мигрела Жвания, который у него работал главным инженером, к ним, мигрельцам, грузинам. Его не просто убили, его замучили, издевались. Он был мирным гражданином, который делал свою работу и был подвергнут мучениям. Я видел, когда его одевали. Сначала его мучили сильно. Я видел тело, на нем не было живого места. Все было в ножевых порезах. А еще его просто бросили на берегу реки Алцга, где мост. Там его в тот же день обнаружил один мигрелец. И как мог возле дерева, насыпав на него земли, похоронил. На следующий день мы отправили грузин из Скворчала к ним. И так вот привезли его тело. Безусловно, все это мы по разговорам знаем, то, что люди говорят. Говорят, прошла информация, что он приедет из Скворчала отремонтировать связь. Убили гвардейцы, насколько мы знаем. Но говорят, среди них были и местные. До этого случая у нас были люди, которые сомневались. И в Скворчале тоже такие были. Говорили, их мы не победим. С нашим оружием, винтовками, ничего у нас нет, что мы можем сделать, так говорили. Но когда погиб Даур, мирный гражданин, который не держал в руках оружие, люди стали думать по-другому. Поняли, что говорят, это одно, а пришли они нас уничтожать. И нет другого выбора, как встать с оружием. Речь идет о выживании. Либо мы, либо они нас. Снаряды падали все время. Утром начиналось и до позднего вечера. Обстреливали из гранатометов, из минометов. Много было беженцев, детей. Люди из Члоу Мук приезжали. Отсюда потом Скворчал. Продукты все закончились, света не было. Только водяные мельницы на речках пытались соорудить. Где-то получалось, где-то нет. Кукурузу мололи вручную. Переживали за то, чтобы люди не голодали. Слава Богу, в тот год урожай кукурузы и фасоли был хороший. И вот так все, что имели, пытались распределить и как-то выжить. Они, конечно, были не на нашей стороне. Говорили, не надо сопротивляться, переходите на нашу сторону. Все равно ничего не добьетесь. Вас мало, что вы можете? Да, наши соседи, жители Новой Акваски. Вас с ладонь говорили, что вы можете. 1 против 40 человек вы не победите. Такие гадости говорили. Из них никто не был на нашей стороне. Никто не воевал вместе с нашими. Многие воевали, но в основном уехали. Через Скворчал уезжали. Было очень много душераздирающих случаев. Семья Ивановых, механизаторы, воспитанные по абхазским традициям. Бомба попала во двор, все погибли. Ни дома, ни двора, ничего не осталось. Еще Гена Гуарами. У них беженцы жили. Тоже 2 убило. Дом Давида Пиля и его брата полностью разбомбили. Именно по этой высоте все время бомбили. Тогда еще наша соседка Кутарба, ветеран труда. В ее дворе упала бомба, после чего она стала инвалидом. Моя семья тоже пострадала. Мой старший сын служил в Монголии. Он был в радарной части. Ему понадобилось лечение. Нарушена была нервная система.
До войны 3 года мы уже обходились без лекарств и уколов. Когда началась война, он, к несчастью, поехал в Ткварчальский госпиталь. Туда же привозили всех раненых. Рано утром повез еду раненому родственнику. 6 утра было. Я сказал, не езжай так рано, но он все равно поехал. Он попал под обстрел града. Его откинуло на 13 метров. Из ноги вытащили огромный осколок. И проблемы со здоровьем опять начались. После войны 2-3 раза в год вывозили его на лечение. Но ничего уже не помогало. Все нашими усилиями, без помощи. Да и просить не у кого было. В конце он повесился, думая о том, сколько нас можно мучить. Нас не было дома, когда он это сделал с нами. Я хочу вам рассказать историю моей семьи. Об отце, брате единственном, которые погибли в 1993 году, 13 июля. В 10:45, к 11 часам, близко к обеду, грузины начали бомбить село. Папа был во дворе. Дядя вообще, наверное, бедный, не знает, что он погиб. Он спал, а все остальные, у нас огромный большой двор, сидели во дворе. Они, может, и не ожидали, что такое прям у них произойдет. И во двор упало 2 огромные бомбы. При этом погиб мой отец, мой единственный брат, который был за двором, но, увидев отца, он побежал к нему. Ему было сколько? Ему было 18 лет. Он тоже погиб. А моя младшая сестра с мамой, у нас огромный дом, а сзади пасха стояла. Они были там. Когда все разрушилось, они были под обломками. Они даже не слышали, это очевидцы так говорят, что это было так быстро, молниеносно, что они даже не заметили, как это произошло. Они, может, даже не ожидали, что такое может произойти. Когда они оттуда вышли, естественно, они увидели все в ужасном состоянии, все разгромлено, все перебито. Тетя, дядина жена, она инвалид. У нее перебиты ноги, бедро, но она осталась бедная, живая. И их дети, 2, у нее сын с дочкой, они живые. Вот наш брат единственный. Он учился у нас в Бердянске на сельскохозяйственном. Он поступил там, но он не успел уехать туда просто на учебу. Так что после войны, война-то закончилась через 2-3 месяца, мама осталась одна с сестрой. После этого случая? Да, после этого случая, да. Трагедии, да. Они остались там одни. Остались одни, дома не было, кровли не было как таковой, где можно было жить. Они оттуда не уехали, 1-2 прожили там с моей младшей сестрой. Моей младшей сестре очень тяжело все это перерассказывать, потому что мама была без сознания, чтобы это все привести в чувство и брата, и отца, и всем этим занималась она. Их даже не смогли оплакать дома, потому что негде было. Из-за этого через 2 года мы маму забрали оттуда. Она сейчас здесь с нами в Сухуми. Но там остался наш двоюродный брат, один, который остался живой. Это ровесник моего брата. Ему односельчане построили домик маленький, там из 3 комнат, чтобы где-то можно было жить. Мы приезжаем каждый день памяти. 13 числа мы ездим туда на кладбище. Во дворе так и остались огромные руины, там, где упали эти бомбы. Вот, наверное, уже когда заходишь во двор, там заметно вмятины. До сих пор так осталось. Они не щадили не то, что там позиции там воевали между собой, они не щадили мирных жителей, они не щадили детей, они не щадили. Если они детей не щадили, как они могли щадить вообще остальных, и женщин, и взрослых, и мужчин тем более.
никого не принимали, не понимали и не принимали за людей. Грузины там сидели. Еще среди нас жили иммигрелы. Они всю нашу историю знали. Расстояние, местоположение знали. И давали ориентировки. Кто по железной дороге Тухарчал едет, все докладывали. Что Абхазы до села Губ находятся, потом от железной дороги до высоты Загана, где гварамевцы живут, постоянно обстреливали. Вечером без остановки обстреливали. Град хочешь, что хочешь. Я из своего дома 27 осколков вынес. Дыры в стенах величиной с кулак. Мой маленький 4-месячный внук чудом уцелел. По соседству дом женщины Кутарба разбомбили, и рядом много падало. Потом меня вызвали к Кишмаре в комендантском взводе и сказали, что нужно организовать питание бойцов на позициях, а также раненых в Творчальском госпитале, а также в Маркулу, Клакуту. Вот этим всем я занимался. Потом еще нас беспокоило то, что мельница не работала без света. Электричество из-за Чимчиры отрубили нам. Мы ходили в Баслаху, в лес, между Акваской и Баслаху. Там было много людей. Поквачцы приходили и бойцы с позиций, чтобы отдохнуть и поесть. Это все нужно было организовать. Они нам особо не мешали. Грабежами и погромами в основном занимались пришедшие мхидрионовцы. Так напали на Ваню Гварамя и Рождена Гварамя. Разграбили их. Но, скорее всего, они грабили по наводке местных. Они же все оружие имели. Еще со времен Гамсахурдия звеядистами были. Они со своим оружием присоединились к грузинским войскам. Родственники же наши, поквачцы, семья Хашба Джинджоля. Их дети в вертолете сгорели, ничего не осталось. Мы ходили, оплакивали их маленькие туфельки. Тел не было. Что может быть хуже? Пошли соболезновать в село Губ. Вместе не могли стоять из-за бомбежек. Самолет в небе увидели и разбежались сразу. Подались в лес. Так в Акваске прямо на дороге убили Шалодю Какубава. Заметил его сверху, видно, и застрелил. Точно так же снарядом убила Чико Гаргулия. Многих снарядами убивала. Мой сын воевал на Западном Гуместинском фронте. Там он был в батальоне Шамиля. После войны его батальон в Галском районе располагался. Произошел несчастный случай, и он погиб. У него тогда была девочка, 9 месяцев. Сейчас она взрослая, учится в Воронеже в архитектурном. Вы знаете, Ирина Шотовна, сейчас люди бегут за материальными благами. А тогда нам ничего не надо было, ни денег, ни квартиры. Жители сел все беды делили, помогали друг другу. В чем мы больше всего нуждались? У нас не было мыла, спичек. Огонь добывали старинным способом. Делали огниво. Обуви не было, а та, что была, протекала. Обворачивали целлофаном и так шли в окопы. Очень тяжело было. 14 августа, день, когда началась война, стал самым страшным и трагическим днем для всего абхазского народа. В Акваске мы узнали о войне уже после обеда. Не знали и не думали, что наши соседи, которые вчера делили с нами стол и обычаи, нападут вот так на нас с оружием. Но когда мы увидели, что людей прямо на дороге убивают, когда Нарсия и Гогия убили в Акваске, мы поняли, что вступили в настоящую войну. Не то, что было в 1989 году, когда обошлось, так сказать, малой кровью. На второй день собрались все мужчины. Собрали все оружие, что у нас было. В основном винтовки. Все мужчины и женщины пытались объединиться. С утра наши соседи, грузины, жители Акваски,
с которыми вчера сидели за одним столом, их политика и наша расходилась, они были с Шеварднадзе. Стали стрелять из БМП, который стоял у одного из них во дворе. В это совсем невозможно было поверить. Вот так до 22 августа продолжалось. До этого дня грузинские войска не заходили в село. 22 августа в деревню въехала машина. УАЗик с вооруженными гвардейцами. Разграбили дом Вани Гварамия и Рождена Гварамия. Мы ничего не смогли сделать. У нас не было оружия и снаряжения. Против их автоматов и пулемета наши одностволки и двустволки были бессмысленны. Ограбили, значит, забрали машину Вани Гварамия, «Жигули» 6-й модели, поставили на капот пулемет, там же сел грузин, и они проехали мимо нас. Ничего мы не смогли сделать, откровенно говоря. Рожден Константинович Гварамия тогда был главой села. Его взяли в плен в Очимчиру. Мы тогда ничего не могли сделать, чтобы освободить его. 2 дня его держали. Не могу даже рассказывать, как его мучили. Говорили: ты глава Акваски. Если вы возьмете оружие, мы всех уничтожим и всю деревню разрушим. По-своему они научили его уму-разуму. Потом его отпустили, чтобы он передал эти слова нам. Что мы могли? Стали минировать. Нам помогли специалисты из Скворчала. 3 тонны взрывчатки подложили под железную дорогу и заминировали дорогу над Ткварчал. Мы знали, что врагу нужно уничтожить наши деревни и захватить Ткварчал. Мы знали, что Акваска — это первая позиция. Возле школы мы оборудовали оборонительный рубеж. Школа тогда строилась, у нас был крановщик, и мы смогли использовать цинкары и стройматериалы для этого. Так мы сделали в Акваске первую оборонительную позицию. Вертолеты Ми-8 постоянно бомбили Ткварчал. Видимо, они узнали, что мы заминировали территорию и готовы держать позицию. Поэтому постоянно по дороге Ткварчал бомбили и нас. Больше всего бомбили железную дорогу и дома, расположенные по трассе. Семья Иванба погибла от снаряда, сброшенного самолетом Су-27 13 июля 1993 года. Я был недавно в этой семье, и мне было очень тяжело говорить с ними о пережитом. Кому-то лекарство понадобилось, кто-то задыхался от слез и не мог говорить об этом. Они до сих пор не оправились от горя. Они пережили большое горе, и раны пока еще не зажили. Новая Акваска граничит с нашим селом Акваски. Наши ребята женились на грузинках, а наши девочки выходили замуж за них. Мы вот так были смешаны. Но вы знаете, они были из переселенцев, которых здесь поселил Берия. Потом там были лидеры, их имена и фамилии все в Абхазии знают. Один был Мания, другой Липартия. Оба были с высшим образованием. Один из них был директором школы, другой главой сельсовета. Они в основном и занимались идеологией в Новой Акваске. Поддерживали политику Грузии с самого начала. Привлекали жителей Новой Акваски. Они были первыми, кто установили в селе флаг Жордания. Они были зачинщиками в Новой Акваске. Сегодня в Новой Акваске проживают 19 грузинских семей. Мы все про них знаем. Все они поддерживали абхазскую сторону во время войны.